Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на неделю со 2 по 8 марта 2020 года для раков. Будем делать прогноз на Таро импрессионистов. Коробочку убираем и достаем все нужные карты. Самое первое, самое главное – это основные события недели для раков. Посмотрим, что ждет раков на этой неделе. Центральная карта, королева жезлов, 3 карты на отношения. Так, 3 карты на работу. Две карты на финансы. И карта совета. Итак, центральная карта у раков – это королева жезлов. И эта карта связана с Солнцем. Карта связана с астрологическим знаком зодиака Лев, простите. И значит, вы будете стараться быть в центре внимания. Вы будете стараться как-то проявить себя так, чтобы быть заметными. Вы будете стараться как-то демонстрировать себя. В общем, карта, когда мы всегда в центре, когда всегда, чтобы всегда было по-нашему, чтобы исполнялись наши желания. Эта карта связана с отдыхом, с досугом. Эта карта говорит о том, что мы готовы соревноваться с другими людьми ради того, чтобы быть первыми, да, то есть вот такая карта очень яркая, много эмоций, много радости, много счастья, вот такая увлеченность сильная. Также карта связана с самоконтролем, да, то есть если мы упускаем какие-то моменты, допустим, если мы слишком что-то начинаем делать, да, то тогда может проснуться в нас эгоизм, могут проснуться какие-то эмоции отрицательные или какие-то лишние черты характера могут всплыть, да, и вот тогда с этим будет трудно справиться, лучше это все вовремя контролировать. Эта карта также очень хорошая для ведения дел, бизнеса, для получения денег, для того, чтобы управлять событиями, людьми и так далее. То есть вот раки на этой неделе, они просто как бы во всем блеске своем, и все по их получается. Для отношений, те, кто в поиске партнера, выпадает карта старшего аркана жрица. Эта карта связана с семьей, с родом, она связана с матерью, да, то есть, может быть, будет такая встреча у вас именно вот на этой неделе с человеком, который вам по судьбе, который, возможно, как бы предназначен вам, то есть кармически с вами связан. Также карта говорит о том, что у вас есть возможность познакомиться с людьми, которые очень творческие, которые хорошо владеют речью, которые умеют производить впечатление. Люди очень увлеченные, и вам с ними будет очень комфортно. Возможно, вы можете поехать туда, где родились когда-то, да, где вы жили раньше в детстве, если, допустим, вы переехали, да, и там может встреча такая произойти. Это может быть человек, приглашенный на какой-то семейный праздник, семейное торжество. В общем, здесь вот действительно могут быть такие кармические встречи, очень интересные для вас. И, скорее всего, вы будете, может быть, даже в каком-то замешательстве, да, может быть, сначала даже вам человек не понравится, или он, может быть, будет не совсем как бы вписываться в ваши какие-то представления о жизни, да, то есть представления о том, какие должны быть рядом с вами люди, друзья, партнеры и так далее. То есть, может быть, вы будете какое-то время в таком вот недоумении, да, а может быть, вы будете себя как-то скрывать, ну, то есть
свою сущность, свою личность, свою индивидуальность, будете больше слушать другого человека, да, посмотрите, что это за человек, а потом только уже будете как-то проявляться, себя показывать, о себе говорить и так далее. И это правильно, карты говорят. Для тех, кто в паре, здесь у нас выпадает семерка пентаклей. Карта говорит о том, что будет, в принципе, в отношениях почти все так, как вы мечтали. То есть, ну, может быть, что-то чуть-чуть не так, и то только потому, если вы не доработаете, да, если вы, допустим, в отношениях что-то не доделали, не вложились как следует, да, тогда вот результат будет неполный. Также карта говорит о том, что вам желательно вот на этой неделе вот именно вкладываться в отношениях, то есть просто так ничего не будет. Вот эта карта, семерка пентаклей, она связана с... В общем, это Сатурн в Деве, да, то есть это такая строгость, это Сатурн, он очень как-то ограничивает нас. Сатурн очень жестко себя ведет тогда, когда мы что-то не доделываем, не исполняем свой долг, не выполняем взятых на себя обязательств. Да? И наоборот, если мы вот все делаем как надо, мы стараемся, да, вот по Деве, да, то есть мы абсолютно все идеально делаем, то тогда Сатурн, наоборот, нас одаривает какими-то подарками, очень хорошими, значимыми. То есть от нас все зависит на этой неделе. Вкладываемся в отношения, все замечательно, будет прекрасный результат. Если что-то не доделываем или только требуем к себе внимания, да, не вкладываемся в партнера, не выполняем свой долг, свои обязательства, значит, здесь будут проблемы обязательно. Сатурн, он очень как бы жесткая планета, да, и может быть довольно-таки сложные такие ситуации, когда он хочет нас чему-то научить, да, хочет научить ответственности, хочет научить жить, осознавая свои обязанности, долг и так далее. А теперь для тех, кто в ссоре, выпадает карта Дьявол. Карта говорит о том, что у вас есть возможность помириться, но смотрите, здесь, если вы даже миритесь, нужно обязательно закладывать какую-то прочную основу для будущих отношений. Если вы рассчитываете только на то, что, вот, допустим, вы друг по другу соскучились, или вы можете просто как-то сексуальную сторону затронуть ваших отношений, то это, опять же, ненадолго. То есть нужно обязательно решать вопрос более глобально, более серьезно, да, то есть поверхностно его решить не удастся. Даже если вы помиритесь на этой неделе и останутся какие-то сложности, нерешенные вопросы, вы просто загоните их в какой-то дальний угол, да, и до лучших времен, то обязательно это все проявится снова. То есть нужно решать вопрос глобально. Вот то, что привело вас к ссоре, оно должно быть как бы кардинально решено, да, то есть не нужно забывать о том, что произошло, нужно разобраться со всем, проговорить это все, договориться, то есть сделать вид, что ничего не было, не стоит. Давайте теперь посмотрим работу. Для тех, кто ищет работу, здесь выпадает карта старшего аркана «Справедливость». Она связана у нас с правосудием, она связана с судами, юридическими разными учреждениями и государственными учреждениями. Если вы ищете такую работу, то найдете. Также карта связана с Венерой, но Венера здесь как партнерство. То есть если вы хорошо умеете коммуницировать, то есть в коллективе хорошо работаете, да, хорошо себя чувствуете, и люди вас любят, к вам хорошо относятся, тоже для вас хорошая возможность есть трудоустройство. Также карта говорит о том, что можно прямо подписать договор о трудоустройстве на этой неделе. И также это карта справедливости. Если на этой неделе у вас получается найти работу, значит, вы все делаете правильно, вы этого заслуживаете. Если все же не получается, есть какие-то препятствия, нужно смотреть тогда, какие именно препятствия, и понимать, что это как раз над этим вам как раз и нужно работать для того, чтобы ваше желание осуществилось.
А теперь для тех, кто работает, выпадает карта тоже старшего аркана Иерофант. И в окружении вот таких карт, конечно, это возможность повышения. Либо вам повысят оклад, либо в должности повысят. Может быть, даже очень серьезное будет повышение. Да? Здесь вот у нас, посмотрите, все старшие арканы рядом лежат. Скорее всего, вы можете даже какое-то вот начальственное кресло занять, руководителя, директора. Также здесь вот есть возможность заключения какого-то важного договора. Тоже все это отразится на вашей деятельности. Вообще вот эта карта, она связана с тельцом, да, а телец это как раз материальное благополучие. Поэтому вот все, что будет происходить на этой неделе, оно все вам на благо. Вы будете получать хорошие денежки, вы будете пользоваться уважением и так далее. Но также вот эта карта требует согласованной работы с коллективом. То есть нельзя ни в коем случае противопоставлять себя коллективу, противопоставлять себя людям, всем. Да, вот если у вас есть в коллективе какие-то традиции, нужно обязательно их придерживаться, и тогда все вот будет так, как вам на благо. Для тех, у кого свое дело, свой бизнес, здесь выпадает у нас карта император, простите, император старшего аркана. И император это, конечно же, есть в принципе руководитель бизнеса, очень успешный, у которого все всегда на своих местах, у которого все прописано, все инструкции, у которого все как бы безопасно, да, по закону. И это человек, который настолько четко владеет вот положением дел, он все знает, да, он знает, что и как предпринять. Здесь огромный опыт, здесь огромная власть и огромные возможности. Ну и, конечно же, возможность договориться, кстати, вот с таким же влиятельным человеком, да, воспользоваться поддержкой человека из политики или из каких-то государственных структур, другого предпринимателя. То есть, ну, просто замечательная неделя для раков. То есть просто лучше не придумаешь. Тут и деньги, тут и власть, тут и возможности как бы такого хорошего дохода, и безопасность, если, допустим, она вам нужна, и такой вот стратегический шаг какой-то, да, то есть если, допустим, вы до этого занимались какими-то тактическими вопросами каждодневными, да, то теперь есть вот возможность как-то взглянуть на все в общем и подумать, как же вам дальше двигаться, куда вам дальше двигаться, чтобы у вас все развивалось, процветало и так далее. Давайте теперь посмотрим денежки для тех, кто работает, выпадает карта Солнца. Это, конечно же, прибыль, это, конечно же, подарки и как бы такое очень хорошее решение вот ваших проблем, да, тем более, если эта карта у нас связана вот с основной, когда мы действительно не боимся начинать что-то новое, не боимся показать себя, не боимся проявить себя, то есть здесь, конечно же, деньги приходят. Кстати, вот по этой карте очень много может быть расходов на праздники, на детский вопрос, на семью, да, и так далее. Для тех, кто сам зарабатывает, для тех, у кого свое дело, здесь выпадает карта умеренность, и она говорит о том, что в принципе денег будет достаточно. Вы, скорее всего, сейчас что-то меняете в своих делах, и, может быть, на финансах это еще не отражается пока, но отразится обязательно в будущем. Также эта карта говорит о том, что вы можете либо какой-то новый абсолютно финансовый поток запустить, причем без особого напряжения сил. Либо у вас появится человек как партнер, да, который поможет вам больше зарабатывать. Но в любом случае здесь у вас выход за рамки привычные. Здесь выход на, может быть, рынок мировой, да, вот если, допустим, вы были ограничены до этого времени, вот есть возможность сейчас
заключать какие-то контракты с людьми, допустим, там через интернет, да, или, может быть, поехать куда-то и уже на месте все это сделать. И вот от этого могут приходить очень большие деньги, причем это надолго. То есть, если на этой неделе вы только это все начинаете, да, это вот надолго. Совет для раков. Выпадает здесь карта старшего аркана Шут. Очень много старших арканов у раков на этой неделе. Очень значимая неделя. И, конечно же, многое зависит от того, как вы ее проживете. Ваше будущее очень сильно от этого зависит. И вот карта Шут, она об этом и говорит. Скорее всего, будет какая-то неожиданная ситуация, такой вот толчок вам для того, чтобы вы развивались, для того, чтобы вы по-новому взглянули на себя, на ситуацию, на свою жизнь, на свое будущее. И вот у вас есть на этой неделе как бы два пути. Либо вы ничего не меняете, и это как бы впоследствии заставит вас деградировать, то есть все равно опуститься ниже того уровня, на котором вы сейчас находитесь. Либо наоборот, вы взлетите так, что даже нельзя будет сравнить с тем, что вот у вас было в прошлом. Причем сама жизнь вам в этом помогает. Здесь карта говорит о том, что не нужно как бы по старинке работать. Нужно пользоваться всем новым, что дает мир, да? Какие-то новые технологии, новый взгляд, может быть, больше свободы, может быть, убрать ограничения из привязки к месту, да, вашей деятельности. Может быть, вам нужно там работать через интернет, может быть, нужно расширять свои связи как-то по миру больше, да. То есть, если вы, допустим, бизнесом занимаетесь. Если говорить об отношениях, то здесь вот карта говорит о том, что нужно обязательно брать на себя ответственность. Не будет ответственности, не будет отношений. Если, допустим, вы стараетесь каким-то образом уйти от ответственности, переложить ее на своего партнера, то все это может очень плохо закончиться, причем очень резко и неожиданно. Вы даже не успеете среагировать как-то, да, то есть жизнь просто поставит вас перед фактом. Поэтому, конечно, нужно на этой неделе быть очень внимательными, осторожными. Нужно, самое главное, вот что на этой неделе может помочь, это иметь такие желания чистые в том плане, чтобы ни в коем случае не страдали ничьи интересы вот при любом раскладе вашем, да, то есть при любых ваших делах, при любых взаимоотношениях. И тогда вот сама жизнь вам будет помогать выбирать правильный путь. Друзья, желаю вам прекрасной недели, всего вам доброго, до новых встреч.